Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Срочное сообщение от мужчины. Мужчина, который в вашей голове, в вашем сердечке. Что он срочно хочет вам сказать. Загадайте, пожалуйста, на себя, на него. И пусть нужная информация, его сообщение вас найдет. Я прошу вас сосредоточиться на мужчине, представить его максимально точно, назвать его по имени, представить его глаза, его улыбку, его голос и, конечно же, его запах. И пусть все нам откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую главную, важную и полезную информацию. Сердце. Но сердце как будто бы в броне у него. Вы знаете, девочки, вы, конечно, все разные, мужчины у вас разные, но здесь мужчина свое сердце вам открывает. Его сообщение о том, что он устал бояться любви, бояться брать на себя ответственность и бояться того счастья, которое само вот в руки ему идет, да? Потому что встреча с вами, знакомство с вами — это ведь великий шанс, это великое счастье, которое он сразу не мог ни осознать, ни принять, а теперь он понимает, да, что нельзя так жить, нельзя отказываться от этого прекрасного подарка судьбы, и пришло время становиться счастливым. Мне вот кажется, что он как-то себя вел немножко прохладно, либо закрывался, а может быть просто боялся. Да, у кого-то так отыграется, что вот у мужчины очень много было зажимов в плане серьезных отношений. То есть боялся, что не потяну, не вытяну, боялся, что вы в нем разочаруетесь, боялся брать на себя ответственность. Да? Ну, вот такое было, да, неприятное. Вел себя он, конечно, очень неприлично. Были моменты, когда он вас буквально вот холодом обдавал, либо позволял себе вот прям пропадать из вашей жизни, без объяснений пропадал. Но когда появлялся, даже вот как-то игнорировал ваши вопросы по поводу, где был, почему так долго отсутствовал, почему к телефону не подходил, на смс-ки не отвечал. Да, вот как-то либо отшучивался, либо отмалчивался, либо сразу же переводил разговор в другое русло. Ну, а как бы он вам признался? Что бы он вам сказал? Я боялся, я испугался, что я в тебя влюбляюсь, я боялся ответственности. Нет, конечно бы он так не сказал. Смотрите, его сообщение заключается в том, что я больше не боюсь. Я не боюсь быть влюбленным, я не боюсь любви, я не боюсь отношений, серьезных отношений. Знаете, еще мне идет, что он с кем-то недавно говорил, и этот человек буквально ему открыл глаза, да, на вас открыл глаза, на жизнь, на судьбу, на отношения между мужчиной и женщиной. Вот с кем-то он поговорил, как будто бы ему мозги там прочистили, прополоскали и на место поставили. Вот, очень сильно на него это повлияло. Он очень долго думал об этом разговоре. Скорее всего, говорил с тем, кому он поверил, либо, в принципе, кому он доверяет. И вот эти все благостные изменения, кстати, не без помощи того человека, с кем он говорил. Девочки, его сообщение заключается в том, что я больше не боюсь любить, прости меня за ту грубость и холод, который я тебе давал. И еще он очень просит, чтобы вы его дождались. Уже не знаю, поссорились ли вы, либо вы ему там чем-то угрожали. Вот. Он просит, чтобы вы дождались. Он, я так понимаю, встречу ждет, разговор, да, готовит разговор для того, чтобы это все проговорить. Если честно, он намерен вам во всем признаться в своих страхах, в своих переживаниях, в том, что был неправ, попросить у вас прощения, поблагодарить вас за ваше терпение, за те шансы, которые вы ему давали, за то, что вы ждали, за то, что вы закрывали один глаз на его проступки, за преданность хочет поблагодарить, за много что хочет поблагодарить. Ну и, конечно же, признаться в том, что ему раньше не давало покоя. Да, вот эти страхи, комплексы, сомнения, переживания. Смотрите, он не в вас сомневался, он сомневался в себе. Но он боялся это признать, он боялся об этом сказать вслух.
Да, мысли такие были, но вслух он не мог этого сказать. Почему-то он считает, что он перед вами очень сильно виноват. И еще он считает, что вы вправе его не прощать, но он будет делать все для того, чтобы добиться вашего прощения. Вот еще про какую-то глупость он показывает. Вот прости за глупость, либо я был таким глупым, какой же я глупец, вот натворил тут делов тебя. Может, он вас обижал чем-то, да? Поведением, поступками, словами. Вот чем-то еще мог вас обидеть. И еще у кого-то отыграется, что мужчина мог провоцировать вас на ревность, либо это была какая-то проверка, может быть, там проверка на что-то. Не буду вам утверждать, но вот что-то было, вот как будто бы он вас тестировал, пытался определить, да, вот кто вы такая, на что вы способны, но вы все его тесты не просто прошли, вы их превзошли. То есть он даже не надеялся на такой результат. Вот. Ну, как-то глупо себя вел, глупо. Он любви боялся, да, поэтому так глупо себя вел. А теперь он понимает, что он просто без любви не сможет. Он без вас больше не сможет. А любовь у него только лишь к вам. Вы единственная женщина, перед которой он решил раскрыть свое сердце. Вот видите, вот оно сердце, но оно как будто бы в броне было. И с этой стороны мужчина уже броню снимает. Да, он откроет вам свое сердце. Будет признаваться, будет плакать, каяться. Также мужчина очень много вам каких-то нежных слов будет говорить. Может быть, раньше он вам ничего такого не говорил. Может, в принципе, никогда вам добрые, милые словечки не говорил. Но теперь он вам все расскажет. Его сообщение заключается в том, что да, я больше не боюсь, я хочу любить и быть любимым. И хочу быть с тобой. Видите, вот она пара. Мужчина и женщина вместе, одинаковые, да, вместе стоят, друг на друга смотрят, друг к другу повернутые. Он мечтает об этом, он просит у вас букву А. Буква А — это новое начало, да, дай новое начало нашим отношениям. Давай обновим наши отношения, либо давай начнем все сначала, да, вот как-то так, без глупости, без моих страхов, без моих каких-то непонятных действий, да, я теперь буду другим, я откроюсь тебе полностью, я покажу тебе, кто я такой, я больше не боюсь. Вот почему-то мне боюсь. Давайте я еще карту возьму, просто мне уже самой интересно стало, что он так боялся, кого он боялся, что у него там за страхи были. Все время про страх идет. И видите, кольцо еще здесь показано. Либо вы на мужа загадали, и у вас, может быть, какой-то неприятный момент в жизни произошел, какой-то казус, и казалось, что вот-вот и все, и брак рухнет. Либо вы загадали на мужчину, с кем вы планировали серьезные отношения. Либо мужчина уже планирует с вами вот именно кольцо, вступить в союз. Да, раньше он панически боялся этих уз, как ему казалось, оков. А теперь он, наоборот, об этом постоянно думает, не может об этом не думать. В чем страхи этого мужчины? В чем страхи? Господи, дети. Может быть, он сам думает, что он еще ребенок, да, что ему там рано было, что он как не вытяну отношения, буду несчастным. Либо это большая ответственность, я не справлюсь. Либо он боится завести детей. Да? Я не готова к детям, я не готова стать отцом. Свободу боялся потерять. Друзей боялся потерять. Что-то еще как имущество. В долги, наверное, боялся влезть. Чего он на самом деле боялся? Это все, знаете, такое поверхностное. Вас он очень сильно боялся. Вас. Так, девочки, тут показал все, что мог, то и показал, да? Смотрите, какой он у вас непроработанный. Вот начал опять с какой-то ерунды. Я ребенок, я не готов. Либо я боюсь детей. Я боюсь потерять свободу передвижения, движения. Боюсь потерять друзей, боюсь потерять в деньгах, влезть в кредиты. Почему-то у него это ассоциировалось. Опять же, гулять, общаться, встречаться с другими людьми. И по итогу боится вас и боится того, что он вам не соответствует. Боится того, что вы окажетесь гораздо лучше, чем он, что ли.
боится, что жизнь себе сломает. Вот если он прям вам там бы доверился, если бы он вам в чувствах признался, ну типа жизнь бы его рухнула, да, на этом моменте закончилась. Как по мне, то, скорее всего, либо у него травма какая-то была, либо мужчина действительно не был готов к отношениям. Да? Может, он просто не представлял, что это такое. Да? Не представлял. Может, какие-то были легкие, поверхностные, да? Вот пообщались, разбежались. А тут как бы уже все на любовь идет, на отношения, на семью. И вот, конечно, у него тут планочка поплыла. Вообще он видит, что вы гораздо лучше, чем он. Причем во всех отношениях. И у вас крепче нервная система, вы более рассудительная, у вас более высокий интеллект, вы более грамотная, начитанная, успешная, общительная. Да? Вот все, что мы возьмем в жизни, у вас гораздо лучше, чем у него. То есть, может быть, даже он вам завидовал немножко, может быть, даже и ревновал к этому. Вот. Ему казалось, что вы, например, гораздо ярче выглядите, а он на вашем фоне, ну, прям такой совсем блеклый, тусклый. Так, в чем настоящая проблема? Да? Давайте посмотрим, в чем настоящая проблема. Потому что страхи страхами, но есть же настоящая проблема. Страхи что откуда-то растут, должна быть почва у этих страхов. Мыши, рыбы. Возможно, действительно, вот как детство, что-то он такое в детстве видел, что хочет забыть и никогда не вспоминать. Что-то, что его детский мозг, детское восприятие полностью разрушило. Какое-то предательство, какой-то обман в отношениях. Тут, возможно, кто-то кого-то бросил, отобрал все деньги, все возможности, очень сильно обидел. Либо даже, девочки, у кого-то, возможно, была ситуация, где было предательство в отношениях, и другой человек вот себя приговорил. Ну, потому что белые лилии, конечно, это такой цветочек кладбищенский, на самом деле, поминальный. Так что, да, где-то в детстве кроется вся проблема. И то, что комплексы пошли, и то, что страхи пошли. У него ведь и с другими женщинами не получалось. Вот они доходили до определенной точки, где отношения должны выходить на новый уровень, и он сразу рвал эти отношения. А с вами он тоже, возможно, так хотел поступить, но не смог. Ну, потому что он вас полюбил. Других женщин он не любил, он вас только полюбил. Что вы еще должны знать? Что вы должны знать? Ну, здесь он скоро объявится, девочки. Объявится к вам, потому что тут всадник, потому что здесь рыба, цветы. Ждите, он скоро прибудет, девчонки. Скоро прибудет. Ну, либо в целом, да, какие-то очень хорошие новости получите от него, либо это не связано с ним. Вам хорошие новости по судьбе. Там еще у нас клевер переворачивался сам по себе. Клевер — это вообще к удаче, к подаркам, к новому витку в вашей жизни, к тому, что проблемы уйдут. И наоборот, вам будет очень хорошо. Так. Ну, девочки, чувство вины, конечно, у него серьезное перед вами. И мне вот кажется, что он очень долго будет это чувство вины нести. Вы в его глазах в сегодняшнем дне, ну, как знаете, святая женщина, да, которая позволила такому, как он, быть рядом. А вот он такой дурачок, который это сразу не оценил. Вот когда он думает о том, что он останется без вас, он не видит ни солнца, ни луны. Вот для него как небеса гаснут, да? Вот он представляет, в последнее время он часто это представляет. И такой прям страх и ужас его охватывает. Кажется, что ну вот нет смысла дальше жить. Да, вам предстоит очень серьезный разговор, причем мужчина сам будет инициировать этот разговор. И, может быть, он не все вам расскажет про свои страхи, но вот если вы с ним останетесь и хотите связать свою судьбу, вам, конечно, нужно мужчину выводить из этого состояния сумрака, избавлять его от этих его детских травм, либо каких-то комплексов, вот что у него тут образовалось.
Потому что я вижу, что это ему мешает не только в отношениях с вами, да, не только вот в личной жизни, но и также мешает в работе, в бизнесе, в достижениях. Человек, вот если он чего-то испугался, либо у него что-то не получилось, у него такая реакция, да, все бросить и бежать, да, развернуться и уйти. Нет желания там исправлять, пробовать еще раз, там, совершил ошибку, исправил ошибку, проработал ошибку. Такого у него нет. И это не только с вами, но и с другими людьми. Но с вами, видите, как сработало. Он хотел так поступить, но не смог, потому что сердце потянуло, потому что он полюбил. А любовь — это ведь страшная сила, страшнейшая. С ней невозможно бороться, ей невозможно противостоять. Ну, нельзя же сердце вырвать из груди и так жить. Нет. Вот. Поэтому он возвращается и открывает сердце для вас. Но, например, там на работе, в делах, он, скорее всего, если какие-то проблемы, он начинает уходить, убегать, уходить, прятаться. Если вы хотите, чтобы этот мужчина, ну, стал успешным, да, изменил свою жизнь, нужно избавить его от этих комплексов и проблем. Детство, молодость. Мне почему-то больше идет детство, да, вот в детстве что-то случилось. И это прям лежит на его спине, не дает ему голову поднять. Проблемы из детства. Тут нет какого-то негатива, порчи нет. Ну, может быть, легкий сглаз, да. Но не более того. Проблема в детстве, проблема глубоко сидит, и она не одна еще. Понимаете? Не одна. Здесь я вижу 4. 1, 2, 3, 4. 3 серьезных, а одна такая, средненькая, назовем это так. Пока эти комплексы есть, либо травмы есть, мужчина вот так и будет жить, да, либо вести себя так и будет. Хотя, видите, любовь к вам уже начинает его исцелять. Уже, возможно, он какой-то комплекс отбросил. Просто нам это не показали здесь. Здесь еще птицы показаны, к вам летят, новости какие-то очень хорошие будут, не связанные с мужчиной, это связано с вашими делами, родственниками, не знаю, друзьями, жизнью. Летят с вашей стороны птицы. И еще вас предупреждают о какой-то женщине, которая носит маску. Маска-улыбка называется. То есть она вам улыбается, широко улыбается. На самом деле глаза как буравчики, злые, коварные. Человек такой, скорее всего. Человек, который может предать в любой момент, в любую минуту. Еще просят, чтобы вы там сильно ни с кем не откровенничали. И также, если у вас есть какая-то тайна, ваша личная тайна, то держите ее при себе. Даже если очень сильно с кем-то захочется поделиться, этого делать нельзя. Нельзя. Ни в коем случае. Никому, ни своим, ни чужим. Ни подружкам, ни семье, никому не говорите. Эта тайна должна оставаться в тайне. Даже если вы считаете, что там ничего такого особенного нет, не надо. Не надо. Время не пришло. То есть, возможно, вы такой человек, вам тяжело носить эту тайну, вам хочется поделиться, но время еще не пришло. Пусть тайна остается тайной. И еще, мои хорошие, у кого-то из вас есть тайный поклонник. Поклонник, который молчит о своих чувствах. Скорее всего, человек не свободен. Возможно, у человека есть семья, либо женщина. В серьезных отношениях они состоят. Но этот тайный поклонник, он как бы влюбился в вас и сказать не может о своих чувствах. И в то же время он за вами горящими глазами наблюдает. Просто вот съедает вас взглядом. Где-то вот рядом с вами находится. Я даже не удивлюсь, если у кого-то отыграется, что это муж, либо жених, там, не знаю, подружки, допустим, либо родственницы. Вот это ваш тайный поклонник. Пока вы с этим мужчиной в отношениях, он будет молчать. Если вы разойдетесь, этот тайный поклонник себя обнаружит. Сразу вот прибежит к вам, буквально в тот же день, когда он узнает, что вы свободны, он прибежит к вам и начнет предлагать всего себя, свою любовь, все, что он там может вам дать, имеет. И это будет эпично, да, особенно если это муж подруги. Очень неудобный момент может быть. Хотя вы тут ни сном, ни духом, да, вы вообще ни при чем, никаких там не подавали знаков, сигналов. Но вот он сам в вас влюбился.
И знаете, эта любовь, она уже как проверенная временем. Да? Это не просто увлечение, не просто симпатия, это именно любовь. То есть есть тайный поклонник. И этот человек гораздо ближе, чем вы могли бы подумать. Вот мне идет почему-то муж подруги, либо муж родственницы, ну либо парень. Да, ну вот как бы нельзя, это неприемлемо. Ну, что есть, то есть. Это вы должны знать. Так, еще по поводу этого мужчины. Этот мужчина мне напоминает этого краб, который в ракушке живет. Знаете, такие вот морские крабики, да, он в ракушку залазит, по-моему, рак-отшельник называется. И этот домик носит на себе, как улитка, либо как черепаха. Но это именно как краб. Почему? Потому что он достаточно быстрый, этот мужчина, но очень скрытный. И у этого краба-отшельника, у него очень слабое такое мягкое тельце, да, хвостик такой прям мягенький. И он его очень бережет и прячет. И ваш вот этот мужчина очень сильно бережет и прячет свои вот эти комплексы, свои травмы. Вот. Так что вам будет нелегко с этим, конечно, разбираться, но разбираться обязательно нужно. Без проработки вот этих вот 4 проблем этот мужчина и сам будет мучиться, и вы с ним будете мучиться в отношениях. Возможно, в этом и есть замысел судьбы, чтобы такая сильная, смелая и очень умная женщина помогла этому мужчине избавиться от этих помех. Ну, а мужчина бы отплатил вам своей любовью, своей нежностью и своей преданностью. И еще у этого мужчины какая-то физиологическая особенность. Вот без чувств он не может вступить в интимные отношения. То есть не по любви, ну, у него не получается. Вот. А вот если есть любовь, то тогда вот все прекрасно. Он и удовольствие, и радость получает от близости, и к этому он и стремится. Вот. А когда просто там симпатия, да, просто женщина понравилась, но у него может там ничего не получиться на самом деле в интимных отношениях. И он про это знает. И вы, скорее всего, об этом знаете. А может, если не знали, то теперь знаете. Вот для него это важно. То есть он будет вас любить, он не будет вам изменять, и вообще там ни направо, ни налево смотреть не станет. Вы у него будете одна единственная. Вот он видит ваше будущее вот так, на равных смотреть друг на друга. Но он на себя какую-то большую ответственность готов взять, видите? От вас он ждет только честности и заботы любви. Вот. А от себя он готов дать даже какую-то большую ответственность. Я не могу сказать, что это. Может обеспечить жильем, там, не знаю, взять ипотеку, если нет жилья, там, обеспечивать, да, там, дом построить. Может, вы про это когда-то говорили. Вот он готов на это. Считает, что он должен это делать. Кстати, у кого-то еще может отыграться, что у мужчины, допустим, со временем появятся очень крутые возможности финансовые, такие, что вот и дом построите, и квартиру купите, да, что вот проблем у вас с этим не будет. Почему-то вот как жилье мне идет. Жилье, либо он мечтает свое жилье, там, построить свой большой дом, там, коттедж, либо таунхаус. И вот видеть вас хозяйкой этого дома. Так что, мои хорошие, да, это, скорее всего, судьба. И судьба вот свела именно вас. Зачем он вам нужен? А у вас есть потребность заботиться. Вы такая, вы не любите легких решений, либо легкие решения вам не совсем к сердцу, да, ложатся. Вы любите заботиться, вы любите помогать. Это как ваша природа, зов вашей природы. Вот, скорее всего, очень отзывчивый человек, вы и людям помогаете, животных, скорее всего, очень любите, там, бездомных жалеете, животных помогаете. Вот, и судьба вам такого, значит, парня подкинула, ну, чтобы вы свою потребность удовлетворили, ну и чтобы мужчина тоже нашел свою точку в жизни, свою опору, и благодаря вам изменил свою жизнь. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.